В 49 году до нашей эры в державе Хунну разгорелась гражданская война. За престол боролись два брата, Хухания и Чжичжи. Хухани в переводе с китайского «великий хан» или кыргызское «каган», Чжичжи это в кыргызской фонетике называли Джаачи, то есть мастер-лучник. Победу вначале одержал Хухань-Каган с помощью китайцев и при этом казнил сына китайского генерала Лилина, да, того самого полководца, который когда-то обучал кыргызов военному делу. Джаачи не смирился с поражением. Вместе с 3000 своих кыргызских воинов он ушел на запад, в долину Таласа. Там Джаачи при поддержке парфян начал строить крепости. Эти укрепления удивляли: двойные рвы, чистоколы, башни. Это было похоже не на парфянские или греческие постройки, а на римскую фортификацию. Существует гипотеза, что в войске Джаачи служил отряд римлян, тех самых легионеров Красса, которые попали в плен после битвы при Каррах и были отправлены парфянами на восток. Китайская летопись даже говорит, что ворота крепости прикрывал строй воинов, подобный рыбьей чешуе. А это не что иное, как знаменитая римская тактика «черепаха». Но Хухань-Каган не оставил брата без ответа. Вместе с китайскими войсками, вооруженными мощными арбалетами и осадными машинами, он двинулся на Талас. В ожесточенной битве войско Джаачи хан было разгромлено. Погибло около 1000 кыргызских воинов, остальные рассеялись по долине. Так кыргызы впервые закрепились в Таласской земле. И это отражено в эпосе «Манас». Сперва кыргызы жили в Таласе, но позже Манас ребенком вместе с отцом ушел на Алтай. Джаачи, брат Кагана, воин-лучник. Его поражение стало началом кыргызской истории в Таласской долине.